И оттуда вылезает рубашка Галины Борисовны. Геннадия Николаевича, в которую меня одела Галина Борисовна. И это, вы знаете, как было преображение такое. Ведь по чувашским обычаям это одеть новую рубашку, это защита. Рубашка — это знак защиты, прежде всего, как Кабель. Это богиня защитница, да. Так что Галина Борисовна догадалась защитить меня на всю жизнь. Спасибо, Галина Борисовна. Алексей, я вам все. Я ухожу. Мы рано? Рано еще? Мы рано пришли. Нет, ну нормально, вы как раз без Питера, но помните. Вот. Что здесь со светом нету дела? Ставку убрать или нет? Нет. Ну не знаем. Тогда я сделаю вид, что я не убираю. Ладно, Сандра, пускай светит. Хорошо? Юлдар был.
34. Очень рад, наконец, снова попасть на родную для меня землю. В общем, мы все довольны. Нам было очень сложно приехать из разных городов. Еще съехались, даже некоторые ехали на такси по 200 километров, понаехали. В общем, сюда все очень рады. Спасибо большое Ивану Соколову, который сыграл музыку на стихи моего отца. Свое замечание я уже, по-моему, слышал почти всю. В общем, но все равно большое удовольствие еще раз послушал. С Иваном мы работали вместе в одном коллективе, который называется «Русско-немецкий квартет композиторов». Мы уже много лет не виделись, но сегодня встретились снова. И у меня тоже есть музыка на стихи отца, но, к сожалению, мы не смогли ее привезти. Она для большого состава, там оркестр и еще хор народный. Мы ее играли в Москве в начале октября. Был большой концерт, посвященный 80-летию. Надеемся, что день придет, и мы сыграем это, наконец, там, где мой папа хотел это, чтобы прозвучало, и все будет так, как он хотел.
с этим странным ритмом, который взялся ниоткуда, откуда-то непонятно откуда.
у нас включились странные очень барабаны, что та предыдущая композиция была во многом навеяна тоже стихами Геннадия Оги. Она называлась «Сломанные ветки». Там есть такое стихотворение, как будто сквозь сломанные ветки пробираешься к свету. Вот такая есть фраза. И, может быть, символично, что мы как раз ехали в Чувашию и видели везде эти сломанные ветки из-за ледяного дождя, который вчера выпал. Вот, прямо по дороге очень много было все сломано. Может быть, поэтому что-то у нас сломалось в процессе исполнения. Сейчас будет композиция, которая посвящена моему папе. Она называется «21».
весело с вами.
устали? Следующая компания, все свободны. Называется Финистер. Это такое место на самом краю Франции. Вот как раз книжка, которая издана, там она на французском. И два основных языка, на которых они передают, французский и бретонский. И вот мир Сильвии и Финистер — это самый край Британии, очень красивое место, где уже ничего нет. Большое. Я представлю музыкантов. Режиссер у нас Михаил Спас, который у нас так же важен, как все музыканты. Спасибо большое. Миша прячется всегда в углу. Аркадий Марков, клавишные инструменты. Владимир Жарков, ударный. Сергей Никольский, бас. Андрей Печоров, труба и трубный хор. Алексей Айдин. Сыграем еще одну композицию, и, к сожалению, мы должны сегодня же уехать, потому что я потом улетаю в другие страны, вот, к сожалению, ну, да, вот, мы еще сыграем одну музыку перед отъездом. Что я хотел сказать? Нас очень рады, что вот и к юбилею Геннадия Оги собрал столько людей, всех своих его друзей, потому что есть такие люди, которые даже после своей смерти объединяют людей, кого мы все новых знакомств благодаря ему находим. Сегодня здесь куча людей, большая часть моей семьи, что очень приятно, которые я редко вижу, братья и сестры. В общем, очень приятно, тетя, ну и так далее. Я, если кого-то забыл, никто, я надеюсь, не обидится, потому что мне с памятью очень плохо сегодня. Потому что мы ехали долго, потому что будем долго ехать. Что-то я хотел еще что-то сказать. Вот, ну.
большая проблема настроить эту скрипку.
Меня, кажется, выключили. Олег Уланги хочет вам сказать несколько добрых слов в адрес библиотечных работников. Олег, я прошу. Спасибо. Я долго вас не задержу. Хочу сказать большое спасибо Новочебоксарской библиотеке